Даже спустя 75 лет после невероятного подвига Михаила Девитаева в голове не укладывается, как узник концлагеря смог угнать вражеский самолет, спасти при этом 8 боевых товарищей и улететь прямиком из Германии в Советский Союз. Согласитесь, это больше походит не на обычную историю из жизни советского гражданина, а на невероятный киносценарий. Это не был спонтанный побег, а четко выверенная операция. Советские пленные вместе с Михаилом Девитаевым детально все просчитывали. Делали зарисовки плана лагеря, прежде чем угнать немецкую птицу. Так, 8 февраля 45-го вспоминал сам Михаил Девитаев. Стоили 150 метров до самолета. Володя говорит: ложись. Я ложусь. Смотрю, немцы у самолета. Стремянки перетащили с одного крыла другого. Что-то по-своему говорят. Мы полежали, думаем, вот все, наш конец. Именно история жизни и история побега легли в основу художественной картины известного продюсера и режиссера Тимура Бекмамбетова. Съемки блокбастера о подвиге казанца уже стартовали в Санкт-Петербурге. Это будет первый фильм, снятый как в привычном для кино горизонтальном формате, так и в вертикальном, уже для интернета. В мае съемки переедут из Питера в Казань. Тимур Бекмамбетов пригласил всех желающих оказаться на больших экранах. Потому что это будут съемки происходить с большим количеством людей. Мы будем одевать, воссоздавать Казань того времени. Да, сколько понадобится тогда людей? Много. 5, 10. Форма солдата, оружие, техника, декорации и даже погода – все должно в точности передать события 45-го, продолжает режиссер. В этом ему поможет новый консультант и сын легендарного героя. Но зато будет настоящая правда жизни. Просто больно смотреть на этих артистов, заключенных. Наверное, это неплохо даже. Самого Девитаева в фильме будет играть Павел Прилучный. Как рассказывает актер, погружаясь в образ, все больше ужасался тому, что творили немцы. Вот эта история с кожей так вообще убила. Я не знал этого факта ранее, о том, что немцы делали сумочки и, значит, абажуры из человеческой кожи. Побег Девитаева – уникальная история, достойная быть увековеченной на экранах всего мира. Уникален подвиг еще и тем, что благодаря информации, полученной от группы Девитаева, союзным войскам удалось уничтожить секретные объекты немецкой армии, лишив противника последней надежды на победу. Обо всем этом в самых ярких деталях мы узнаем уже в феврале будущего года. Именно тогда, по замыслу режиссера, картина должна выйти на широкий экран. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Санкт-Петербург, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.